Здравствуйте, я учитель Березовской общеобразовательной основной школы, преподаю историю. Сегодня хочу с вами поделиться своим мнением по поводу празднования 750-летия со дня основания государства Золотая Орда. Это государство монгольского типа, которое несет большой положительный массив знаний, информации прошлого нашему современному обществу. Если мы немного углубимся в историю, когда появилось монгольское государство, процесс создания новых государств в средние века складывался в процессе противоречий внутриплеменных расприй, и в целом, сюжет разворачивался по следующему типу. Сам представитель монгольского народа Чингис-хан или Тимучин, он отстоял свою власть у родственников, а также других племен и сумел, всю энергию монгольских войн внутри монгольского государства, он сумел направить ее на внешних врагов. Такими были Китай, к примеру, или же сибирские народы, или государства уже Средней Азии. Все эти государства так или иначе были подчинены монголами. Монголы дошли до Киевской Руси, где, они не присоединили, но Киевскую Русь вынудили платить дань монгольскому хану. 750-летие монгольского государства – это дата, когда монгольская империя разделилась на несколько крупных государств. Она разделилась по причине, во-первых, смерти Чингисхана и что он оставил улусы, наделы своим сыновьям, а их у него было 4. Самый младший Тулу, ему досталась Монголия, Чагатай, ему досталась западная часть Мавераннахра, Угадей, восточная часть. Следующий и самый крупный улус достался старшему сыну Чингисхана, Джучи. Символично, что могила Джучи хана находится в центральном Казахстане, Улытау. Хотелось также заострить ваше внимание на том моменте, что Золотая Орда, она является колыбелью казахской государственности. Ведь казахское ханство, образованное Киреем и Жаныбеком, появилось не на пустом месте. И давайте рассуждать, исходя из такой логики, что на истоках Золотой Орды основывалось казахское государство. И в целом государство, оно несло в себе позитивный отклик. Государство, в котором была сильная власть хана, это способствовало развитию городской культуры, ремесленничества, развитию ремесел в плане того, что разведение крупнорогатого скота способствовало выделыванию кожи, и данную кожу уже продавали на рынках Средней Азии. Приходили караваны в города Золотой Орды и также покупали изделия из железа. Разведение овец способствовало тому, что из овчины, из шерсти изготавливали самые лучшие ковры. Но, к сожалению, изготавливали не на территории Казахстана, не в Золотой Орде, а данные ковры готовились в Персии, самые знаменитые персидские ковры. То есть они ткались из шерсти, которые состригли с овец золотоордынских. Это мое предположение. Далее потом я хотел обратить внимание и
рассказать вам, что Золотая Орда таким образом, значит, несла позитивное начало. Но почему до сих пор в нашем сознании отложился пласт, что Золотая Орда отсрочила появление казахского ханства на более чем 150 лет? Также хотел бы обратить ваше внимание на на генетическое различие. То есть антропологический облик казахов говорят, что некогда был европеоидный, но с приходом Золотой Орды генетический код сменился, и, значит, облик казаха, наших предков, он начал постепенно меняться, стал монголоидным. Плохо ли это, хорошо ли, я не могу однозначно утверждать, но этот концепт, что в нашей жизни произошли очень сильные изменения в плохую сторону, был заложен в советское время. Советская идеология не могла позволить тому, что потомки тюркских народов, казахи, узбеки, каракалпаки, кыргызы, являлись частью какого-то крупного государства. То есть эти народы что-то сближало. А еще, если это сближение происходило на высоком культурном уровне, соответственно, здесь возникает идея, что они могут консолидироваться, и поэтому советская власть не могла этого допустить. Но сейчас у нас есть возможность исправить те идеологические ошибки, которые, значит, были навязаны нам в силу сохранения советской государственности. Таким образом, я хочу заключить, что празднование 750-летия Золотой Орды, которое предложил нам Касым Жомарт Кемелұлы Токаев, оно является справедливым. В 2019 году эту дату отметили. Сентябрем этого года мы завершаем празднование данной даты. И год, когда Бурекпир Хайду и Мингу Темір признали друг друга независимыми, 1269 является отчетной точкой, когда началась закладываться казахская государственность. И сегодня мы пожимаем плоды тех лет. И можем сказать, что наша толерантность, наше межнациональное согласие когда-то было заложено именно в те годы. Чем мы, значит, выражаем свой поклон данной теме. Спасибо вам за внимание.